Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Определена дата саммита глав государств Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Туркменистан предложит ООН учредить Всемирный день тюркских языков. Туркменистан может подключиться к платежной системе МИР и другие новости. 4 августа в Ашхабаде состоится трехсторонний саммит в формате Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан. В мероприятии примут участие президенты Сердар Бердымухамедов, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев. К предстоящему событию в туркменской столице готовятся со всей основательностью. На билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили официальные плакаты. Также проводятся работы по благоустройству города, украшению улиц и зданий, обеспечению безопасности и комфорта гостей. Туркменистан планирует предложить на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнется 12 сентября в Нью-Йорке, установить Всемирный день тюркских языков. Среди других инициатив, которые будут озвучены на Генассамблее ООН, проведение в Туркменистане учредительной встречи диалога молодежи Центральной Азии, а также организация в 2024 году совместно с ЮНЕСКО и Тюрксой Международной недели тюркских языков, посвященной 300-летию туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги. В Туркменистане есть спрос на карты российской платежной системы МИР. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин. По его словам, российские банковские карты, включая платежную систему МИР, могут быть необходимы туркменским студентам, которые учатся в российских вузах, туристам и бизнесменам, которые часто ездят в Россию. В первый день нового учебного года в городе Аркадак состоится торжественная церемония открытия Международной академии коневодства имени Аба Аннаева. В эти дни в стране начались вступительные экзамены в вузы и профшколы. Приемная кампания продлится до 28 августа. Ровно год назад в Национальном музее живой природы Туркменистана появился малыш нильского крокодила, единственный, кто вылупился из 5 яиц. Его появление в зоопарке ждали более 10 лет. Смотритель с большой заботой ухаживал за ним, выкармливал рыбой и курицей. В данное время крокодильчик растет, активно развивается и прибавляет в весе. Нильский крокодил не единственный представитель африканского континента в туркменском зоопарке. Здесь проживают зебры, жирафы, африканские буйволы и страусы. Узбекистан хочет повысить урожайность хлопка с помощью индийских технологий. Индийские методы будут применяться для создания элитных семян, которые дадут урожай от 50 до 70 центнеров. Семена должны поступить в страну в сентябре. Об этом говорили на встрече министр сельского хозяйства страны с представителем индийской компании Nath Biogenes. Греческий остров Тилос в Средиземном море получил официальный сертификат как первый остров в мире с нулевым уровнем отходов. 90% всех отходов на острове перерабатываются или используются в качестве основы для натуральных удобрений. Работа по уменьшению количества отходов на Тилосе началась в 2021 году. Жителям стали выдавать специальные пакеты для сортировки мусора, проводить с ними беседы по правильному обращению с отходами. Вывоз и утилизация мусора отслеживаются с помощью специальной системы мониторинга. Матч 10-го тура «Энергетик Ахал», запланированный на 4 августа в рамках чемпионата Туркменистана по футболу среди команд высшей лиги, перенесен на резервную дату. Напомним, с середины июля чемпион страны находился на сборе в турецком Картепе, где готовится к групповому этапу Лиги чемпионов АФК. Команда Сердара Гельдыева сыграла 4 контрольных матча, в которых одержала 2 победы, 1 раз сыграла в ничью и 1 раз уступила. В Беларусь начали прибывать участники вторых игр стран СНГ, которые пройдут с 4 по 14 августа. Одними из первых прилетели спортсмены из Туркменистана. Спортивная делегация страны насчитывает 110 человек. Примерно 80 спортсменов будут соревноваться в 13 видах спорта, большинство из которых – единоборство. Предполагается, что соревнования привлекут более 6 тысяч человек, в том числе 4 тысячи спортсменов, 900 тренеров и 800 судей. Мультиспортивный форум стран СНГ будет проходить в 11 городах в Беларуси. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.